Может быть, нам-то гэтыя копанні ў гісторыі і не трэба. Передавать же надо не знание как таковое, а некую тайну от человека. Беларус беларусу беларусы, мы белорусы. Ты такой же, как ежик, как заяц. Вы же белорус, ну так нельзя. Слишком много страха генетически накоплено. И поэтому нам, конечно, нужна помощь. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаете я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна вядучыя Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. І сёння ў нас нарэшце даўгачаканая госця, пісьменніца, нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Добрый дзень, спадарыня Светлана. Спадарыня Светлана, вельмі доўга мы з вами дамаўляліся, некалькі гадоў на тое, каб вы ўзялі ўдзел у гэтай праграме. І на пачатку вы казалі, гэта было яшчэ гады два таму, вы сказалі, ну я ж как бы гісторыю там, можа быць, там не вельмі ведаю, можа трэба падвучыць, паглядзець, пакапацца, там штосьці. А сёння, калі глядзець з пункту гледжання нацыянальнай ідэі і фармулявання, для таго, каб з гэтай Беларусі нешта зрабіць лепшае. Можа быць, нам-то гэтыя капанні ў гісторыі і не трэба, можа быць, у нейкія на нешта іншае глядзець, спрабуючы гэтую нацыянальную ідэю фармуляваць, калі яна ўвогуле нам патрэбная сёння. Ну, знаете, если мы не будем копаться в истории, мы не найдем фундамента, мы не состроим фундамент. Из чего его строить? Ну, из чего? Не из чего, да? И поэтому только история. Я помню, как мы с Володей Орловым гуляли по Праге, и там же, вы знаете, каждый уголок – место, где хочется просто задохнуться. И ты видишь, это говорит история. Я представляла и говорю Володе, представляешь, как тут ходят дети, и когда тут говорят Чехия, то они... Сразу понятно, они уже растут чехами от одного этого восклицания, потому что они видят подтверждение. А как у нас? Где так можно показать ребенку, и он может так воскликнуть? Что ему можно рассказать, и он может тоже так воскликнуть? Ну, Володя, поскольку он глубже всех сидит в истории, он говорит, ну, это сгублено, это в архивах, но это все можно достать, наши как бы продки так само нечто шмат рабили. Ну, так надо достать. Пришло время, когда надо достать. Надо на что-то опереться. Але, можа быць, гэта важна, вы прыгадваеце Прагу, Чэхію, але чэхі даўно сфармаваліся як нацыя, для іх это нацыянальнае вельмі важна. А пра беларусаў кажуць не ўсе. Тут можна пагаджацца. Той же самы Владзімір Арлоў прытрымліваецца іншага меркавання, але шмат хто кажа, асабліва пасля падзеяў 20-го года, кажа, што беларуская нацыя пачала фармавацца толькі зараз. Ці дафармоўвацца, тут можна іншае слово, але сэнс у тым, што раней как нацыі не было, маўляў, некаторыя, большасць лічыць. А зараз, нарэшце, яна пачала фармавацца. Калі яна зараз толькі фармуецца, гэтая нацыя, то для гэтай нацыі гісторыя тое, што зараз это і ёсць, а не тое, што было некалі. Нет, я думаю, так говорить, что нация не формуется так за 2 дня августа, какие бы кровавые они ни были. За 2 дня нация не делается. Это тоже было, что-то из подсознания выплыло. И этот флаг, и это и «Живе Беларусь», и эти прекрасные люди, которые... Я помню это ощущение на марше, когда ты идешь, и... Я никогда не думала, что у нас такой красивый народ. Со столько красивых женщин, белым, цветами. Действительно, люди все на праздник шли. Это сейчас говорят, почему не стреляли, почему не брали Окрестина, да? Так, наша Бастилия. Но
никто не настраивался. Все так обрадовались друг другу и обрадовались, что вот это какая-то мечта, которая где-то там тлела, что вдруг, оказывается, все много единомышленников. Оказывается, не один ты так думаешь. И я помню, как портрет, это маленький такой плакатик, стоит девочка такая, лет 20, наверное, и она говорит: белорусы, простите меня, я не верила вам и хотела уехать. Да? И вот я поняла, что всем нужны были эти вот события, но это нельзя сказать, что это началось именно 9 августа. Я думаю, что нет. Это было бы слишком неглубоко. Ведь мы все где-то там зашифрованы, внутри нас много всего, которые мы, может быть, не достали. Не было этих кодов, не было этих потребностей. А вот они возникли. У вас прагучала вельмі добрая фраза «абрадавались друг другу». Да. Яшчэ такая фраза, якая таксама зачапіла і ўсім спадабалася: «Беларус беларусу беларус». І такое вось сапраўды адчуванне, што беларусы как бы жылі і как бы сам по сабе, вот где-то вот свой хутарок такой духоўны, маральны, нейкі такі папачуццёвы, а тут зараз раз аказалася, што мало того, што нас шмат, так мы яшчэ і патрэбныя друг другу, і мы радуемся друг другу. А чаму да гэтага не было? Ну, вы знаете, видно, нужно... Мы действительно опоздавшая нация. Нравится это кому-то, не нравится. Меня когда-то обижались на меня за эти слова. Мы действительно очень много времени потеряли. Очень много людей потеряли лучших, и очень много... А у нас был очень тонкий слой элиты, тоже его потеряли. И, может быть, вот сейчас, за эти 30 лет, люди стали ездить, люди стали видеть мир, люди стали думать, а кто я. Я, например, нигде так не чувствовала, вот... Придешь к дому белорусу, и вдруг у него какой-то рушник, там что-то. Никогда этого раньше не было. Это только сейчас появилось. И вот флажок этот наш, да, такой маленький, но обязательно стоит. Этого раньше не было. Но сказать, что этого в природе не было, тоже нельзя сказать. Это наверняка как-то мы считали, оно как-то поднялось оттуда изнутри. Потому что нельзя сказать, что мы – это только то, что есть мы. Да? Вот вы – это то, что есть вы, я – это то, что есть я. Нет, мы, каждый из нас накопление рода, накопление общей какой-то коллективной памяти. И вот здесь, в конце концов, это выстрелило. Иначе бы не было столько людей, и не было бы этого флага. Я до сих пор помню этот флаг, вон там 10 метров или еще больше, которые несли все и взрослые, и дети, и надо было видеть их лица. Так что это обнаружилось, проявилось сейчас. Понимаете? Это как фотопленка. Там уже портреты все существуют, но надо это положить в какой-то раствор, как это раньше делалось, и тогда что там на этой пленке, это проявится. Мне кажется, это произошло в эти дни. И сейчас происходит. Вас не здзівіла тое, што вот нават не тое, што праявіліся вот гэтыя людзі, а праявіліся тыя людзі з іх жорсткасцю і пачуццямі, якія збівалі на Акрэсціна, якія працягваюць катаваць і збіваць там у гэтых СІЗО і ва ўсіх астатніх, которые показалі здольнасць вот не нейкім там невядома каму, там чужынцам, а да сваіх, да беларусаў, да суседа. Вот так вот себе поводить. Вы знаете, это тема, которая меня давно интересует. Когда-то, когда я писала книгу «Время секонд-хенд», меня поражало рассказы. Азербайджанцы говорят, какие армяне страшные. Армяне говорят, какие страшные азербайджанцы. Как они там беременных женщин ножом резали, выковыривали это будущее, которое ребенка этого, да. И нельзя было поверить, потому что, когда говоришь с ними, и те люди нормальные, и эти нормальные.
А маленькие, они же рассказывают, как маленькие дети играют во дворах и бьют там какую-то пошитую куклу старухи. И когда женщина русская спрашивает: а что вы делаешь? Я забыла, как этого мальчика звали, да? А он говорит: а мы бьем азербайджанцев, азербайджанскую старуху. Вот они там колют это все. Они это делали во дворе, да? Откуда они? Это значит, в семьях общая атмосфера разговора стала какая-то. И это делали те же люди, которые вот еще недавно с ними пили вино. И точно так же меня это потрясло и сейчас. И вот, может быть, вот я сейчас пишу книгу о революции нашей, и вот самое сложное, вот я застряла на этой главе, она называется «О синих пацанах и новых варварах», да? Вот, мы все знаем, как взбивали этих ребят, они синие оттуда возвращались. И вот эти новые варвары. Я все время пытаюсь тоже искать этот вопрос, ответить. И я не могу сказать, что я знаю этот ответ, что я его нашла. Во всяком случае, с одной стороны, очень часто такой мотив звучит в рассказах, что вот этот ОМОНовец спрашивает: а что тебе не хватало? Какая тебе машина? Мерседес. Да что тебе? Я там езжу на какой-то колымаге. А квартира? Да, у меня есть хорошая квартира. Чего тебе не хватало? Я вот там с женой в общежитии, да? И вот это как бы город на деревню, да? То, собственно, что и Лукашенко сам представляет собой. Деревня в городе. И вот эта ненависть к городу, я думаю, вот она очевидна просто. Потому что это ему непонятно, это ему чужое, это совершенно другое. С этим он не знает, как говорить, с этим он не знает, что делать. И я думаю, что ответов много. Я не знаю. И я единственное могу сказать, что у всех людей растерянность. Мне, например, передали фотографии людей, сфотографированных после Окрестина в августе, в первой половине августа. Вы знаете, это просто куски мяса, так они изуродованы. Я уж настолько привыкшая ко всему. Я не то что плакала, я просто на какой-то момент потеряла сознание. И я не знаю, как вот это нарушено право тела, граница тела, почему какой-то пацан мог это делать. А в то же время я вспомнила, как я документы и архивы КГБ, это был какой-то момент, когда можно было это, их судили тут, не их, а тех, кто помогал гитлеровцам. И там я смотрела приговоры. Там приговоры, которые стоили человеку жизни, было до 20 ошибок. Кто это писал? На каком уровне вот такое, темное существо могло, с Купалой говорить, там, с Колосом, да, с Мирхольдом, вот с кем, вот кто они? Они не понимали, они, наверное, как и эти, вот с ними говорят, их там прорабатывают, им внушают, их обманывают. А не было религии в стране. Человека нет защитных каких-то вот шлюзов, которые бы это все перекрыли. Нет, их никто не делал все 74 года советской власти. Поэтому я не знаю. Я не знаю этот ответ. Но это обнаруживается часто в людей. Вот, например, на Украине недавно я разговаривала вот с человеком, который прошел очень много издевательств. Вот, когда он оказался в ДНР, там в подвале, там и шурупы ему вкручивали в колено, что только не делали.
И он просто был бизнесмен, у него там, видно, хотели отжать какие-то деньги вдобавок ко всему. Вот. Но это делали люди, его соседи, не кто-нибудь. Вот сегодня это были мирные люди, и в одну секунду, ну, как можно назвать, там несколько месяцев этой войны, вдруг вся эта шелуха, иначе не назовешь в их понимании, да, культурная, она слетела мгновенно и осталось животное, которое тоже хочет лучше жить, то есть хочет эту машину, хочет эту квартиру. Точно так же в Армении, в этих, или в Азербайджане квартиры отжимали. Ну, все это то же самое. Я не знаю, почему нет защитных таких ограничений у людей. Я не знаю. Вот я всю жизнь занимаюсь изучением человека, изучением зла, бы я могла сказать. Я не постигла его природу, нет, не знаю. Давайте, может быть, крышечку паспрабуем у гісторыю, ну, недаўнюю гісторыю, гісторыю там вашай маладосці. Все ж таки яна выпала на савецкія часы. Ваши настаўнікі, Адамович, ваши там і сябры, там іншыя знаныя пісьменнікі, эліта беларуская у тыя часы. Вот мы зараз марым пра новую Беларусь, а тады яны марылі пра незалежную Беларусь. Вот былі нейкія развагі. Вот тады, можа быць, спрабавалі людзі, ну, сфармуляваць нацыянальную ідэю, і якой яна ім бачылася, эта Беларусь. Ну, калі ввогуле говорили на эту тему. Вы знаете, вот если мы так привыкли, вот мы говорим всегда о своем интеллектуальном гетто. Адамович, Быков, да? Но ведь еще есть учителя, которые меня учили. И вот когда кто-то из журналистов поехал, когда я получил Нобелевскую премию, поехал в ту деревню, где я окончила школу. И что там он услышал от учителей? Да, это Обама позвонил в Нобелевский комитет, и ей за русофобство дали, да. Она, конечно, вот у нас в школе был такой памятник, шалашик мы построили, Ленин в разливе там сидел, все это из дерева сделали, это директор бывшей школы, да, когда я училась, говорила, вот. Такая была, вот все так было правильно. Вот пришли вот эти либералы, да, либерасты, никто не говорит либералы, либерасты, и вот она из их числа. И вот что они сделали. Вот они как разрушили нашу страну. Конечно, если подняться выше, вот уже там, где мы с вами находимся, конечно, и Быков, и Адамович, они... Эти разговоры существовали, особенно когда появлялся Поздняк или когда там вместе вот, собирались. Эти разговоры существовали, но так, чтобы я в них участвовала, я не помню этого. Потому что я тогда была еще молодая. Особенно Быков очень много об этом говорил. Адамович, скорее, он был такой человек мира. Такой, у него был такой широкий космополитический взгляд на мир. Вот это был человек, который очень был уместен сегодня. Вот сегодня он был нужен и был бы понятен. А тогда он был немножко чужой. Точно так же, как был чужой Мамардашвили в Грузии. И вот как все люди, которые были такого широкого охвата космополитического, они были чужие в то время. А вот сегодня уже как бы их время. А тогда, но вот Быков об этом и писал, и говорил. А кроме Быкова кто-нибудь еще был? Ну, то есть вот Быков на общем фоне, он был как белая ворона? Наиболее Быков такой. Но были писатели, может быть, другого уровня. Тот же Олесь Рязанов, да? Вот молодые. Там были очень много, я так сразу не вспомню, но действительно, это же была какая-то давняя мечта интеллигенции. И поэтому много людей говорили. Я бы могла сказать, что я
в это время писала книгу о Чернобыле, и чернобыльский материал меня вынес из национальной проблемы. Почему? Потому что там, в чернобыльской зоне, ты чувствуешь себя не белорусской, не русской, да, не француженкой. Ты чувствуешь представителем биовида, который может быть уничтожен. Ты такой же, как ежик, как заяц, который может быть уничтожен. То есть ты попадаешь в то время, которое после времени, к которому мы привыкли. И ты уже понимаешь, что есть земля, есть человек и есть просто живая жизнь. Как говорил Александр Мень, когда ему говорили, что вот как католические храмы, а я хочу помолиться. Он говорит: иди и молись, эти перегородки до неба не доходят. Так и здесь. Это вот Чернобыль, он мне совершенно как бы поменял мою географию, она стала такая космополитическая. Это очень интересный ответ, потому что я в свое время читал конституции Татарстана, Башкирии, Бурятии, Якутии, которые они себе писали в 91-м, 92-м, 93-м годах, и реакцию на эти конституции из Москвы и от российских юристов, специалистов по конституционному праву. Суть в чем? Опыт Белоруссии с Чернобылем, он был осмыслен так, что, в общем, ребята, вот вы там, которые в Москве, на нашей территории, вот у нас есть наша маленькая какая-нибудь Удмуртия, про которую никто не знает, что она есть, но мы-то знаем, что она есть. Вот у нас тут, вот чтобы всего того, что было в Беларуси, чтобы у нас тут не было. Чтобы у нас тут не было ни радиоактивных отходов, чтобы у нас не было мусора, который вы там любите привозить. То есть там для них вот опыт Беларуси, он наоборот поднял национальную повестку, потому что и вот этот как бы вопрос о том, что наша территория, наши границы, мы здесь можем жить безопасно, только если мы вот сплочаемся, если мы друг друга понимаем, и только вот тогда мы можем защитить свою территорию от того, чтобы здесь это не повторилось, что в Беларуси. Просто как бы вот вы сейчас это сказали, это абсолютно неожиданный ответ. Потому что вот, еще раз говорю, вот там внутри России, вот если помните, был большой скандал, когда Республика Коми отказывалась принимать мусор из Москвы. И это, в общем, как бы такая старая повестка, она до сих пор работает. Мы тут Коми, в том числе и для того, чтобы москвичи сюда свой мусор не привозили, чтобы они у нас тут какие-то свои эти страшные шахты с радиоактивными этими ракетами не строили. Да, и поэтому мы будем держаться за свое, поэтому мы не будем отказываться от всех этих республик и так далее, потому что это как бы способ выживания для нас. Да? Да, они наверняка нас использовали. Да, хуже даже было такое, что как-то писал один русский публицист. К счастью, в первые ночи, когда горел этот реактор, ветер дул не в нашу сторону, а он дул в сторону Беларуси, да? К счастью. Вы помните тогда многие? Потом все говорили о том, как разбивали над Витебском тучи. Я не знаю, я несколько раз читала это, но это надо иметь документальное подтверждение. Но, думаю, это так и было. Которые разбивали эти чернобыльские тучи, чтобы они не шли на Москву. Сейчас есть такая технология. Так что, действительно, Москва защищалась, да. Они, прежде всего, себя защищали. Я не думаю, что они защищали нацию. Речь шла о них самих. Нет, я к тому, что вот этот опыт чернобыльский, как я себе представляю, насколько я себе представляю обычное национальное государство, вот внутри Европы, в той же Чехии, о которой вы сказали, я вот на 100% уверен, как бы местные партии это все использовали. И они бы это использовали для того, чтобы удлинить дистанцию между нами и бывшим нашим имперским центром. Если вы у нас на территории устраиваете такое безобразие, то нам очень нужен контроль над нашей территорией. Нам нужна собственная независимость, нам нужна республика, нам нужен собственный парламент, нам нужно право собственности на наши земли, чтобы у нас такого больше не повторилось. То есть это очень такой националистичный ответ. Да, но а для у вас этого очень, надо очень было, особенный. Но для этого надо было быть нацией.
А мы не были в это время сформированной нацией. Мы были народом тутейшим, который проживал на этих территориях, да? Общего сознания, отрефлексированного. То, что у тебя в подсознании, оно же не отрефлексировано. Это вот сейчас мы начинаем это рефлексировать, да? А тогда это не было совершенно. И мы не были тем объединением национальным, которое могло противостоять, как Литва или Латвия. По-моему, литовцы или латыши, они, когда не получили средств защиты, кто работал здесь, они просто уехали. Вот, потому что они потребовали средств защиты, раз их нет. Они не могли, как наши женщины. Я приходила, я была просто в ужасе. Руки всех были в экземах. Потому что эти советские, стиральные машины, они не могли выдержать такое количество одежды, которую надо было стирать. Если надо было каждый день стирать. И они стирали вручную. И поэтому это было страшно. Но для того, чтобы этому противостоять, надо было, я еще раз повторю, надо было быть отдельной нацией. А кто такие были секретари ЦК, которые у нас были? Я уже не помню, кто тогда был. Они же просто, как мне рассказывал профессор Нестеренко, они просто рапортовали, что у нас никаких проблем, мы все решаем своими силами. Извините, это еще один вопрос задам. Как раз вот в продолжение чернобыльской темы. Вот год назад, когда люди начали выходить на улицу в августе, очень много было, эксперты очень часто говорили, что люди вышли на улицу, в том числе в первую очередь потому, что Лукашенко, в общем, провалил защиту от ковида. И это поставило под угрозу жизни их близких. И поэтому люди так вышли. Я этого совершенно не понимал, и я со всеми спорил, потому что, в общем, сколько я знаю моих знакомых вот в Минске, вообще-то довольно много из них, в общем, в Минске очень высокий уровень рака. Вот по моим каким-то ощущениям. Я нигде не могу найти информацию о том, а что же там с радиацией в Минске и вокруг, и на юге Беларуси. А плюс я помню, когда первый раз посмотрел, я думал, это какая-то шутка, а это в самом деле Лукашенко постоянно приезжает на территории, которые заражены радиацией, и говорит, что их нужно вернуть в в сельскохозяйственный оборот. Я помню, какой-то разговор был в Минске, когда люди, белорусы такие, немного так на ухо, ты когда будешь покупать вот какие-то продукты, ты смотри, чтобы они были из Витебской области. Из Гомельской не покупай. Я говорю, а почему? Там радиация. То есть получается, что в городе 30 лет уровень онкологии очень высокий, скорее всего, выше, чем у соседей. Да, у меня была знакомая, которая постоянно принимает какие-то вот эти таблетки, йод или что это такое, какие-то вот, которые вот для щитовидной железы. И таких знакомых вот тоже несколько. Да, то есть вот это все, я помню, попробовал реакцию посмотреть знакомых из России, берешь ему какое-нибудь видео, где Лукашенко ходит по Чернобыльской зоне, говорит, здесь мы картошку посадим, здесь мы капусту посадим, а здесь у нас свинарник будет. Они такие, их реакция была, я все перестаю покупать продукты из Беларуси, бог его знает, откуда они там. И это очень странно, потому что, то есть, опасность никуда не ушла, она осталась, и меры, которые принимал Лукашенко, и общая ситуация была такая, что людям вообще была безразлична их жизнь. Как будто бы. То есть, если бы уровень высокого рака был где-нибудь в Чехии, опять же, я думаю, что там снесли бы несколько правительств. Потому что, это же мы. А здесь люди среагировали аж на ковид, то есть, аж через 30 лет, а про Чернобыль и про все эти ужасы, которые с ним связаны в плане здоровья, как будто бы все забыли. Вы понимаете, вот Чернобыль – это была вещь, которую мы не осознали, что на самом деле, что это такое. Это свели или к политической проблеме, или к медицинской. Был всплеск чернобыльских шляхов только где-то первые 2 года. Вот это организовывал Грушевой, и Адамович в этом участвовал. Это вот только тогда вот
какой-то момент был, когда протестовали. Но надо сказать, что правительство Горбачева дало очень большие деньги, чтобы переселить людей из загрязненных территорий. И их переселяли, но селили отдельно от обычной деревни, а где-то чуть ли не вот там, где я жила, чуть ли не за километр построили от нашей деревни им дома, потому что люди не хотели рядом с ними жить, они их боялись. И это, ну, как-то от того, что людей много переселили, они уехали в совсем другие места, от того, что были эти большие деньги, как-то первое время платили какие-то деньги, и люди были в растерянности, и тут совпало две катастрофы. Социальная, ушел вот этот материк социалистический, и космическая. Ну и настолько социальная придавила людей, что они не осмыслили эту космическую катастрофу, тем более никто им в этом не мог помочь, ни философы, ни писатели, никто этим не занимался, потому что тоже был перед этим беспомощен. А что касается ковида, то имейте в виду, мы сейчас живем в открытом мире, потому что вы заходите в интернет, и вы все узнаете, что такое ковид, да? А то, чего мы не могли себе, вот, не имели вот тогда, когда случился Чернобыль. Люди, как там есть анекдот, если бы Чернобыль случился у папуасов, то все об этом бы знали, кроме папуасов. То есть мы не имели откуда получить информацию. А сейчас мы, как бы нас не закрывали мир, мы живем все равно в открытом мире. И люди четко видели, что творится в мире, что мир делает для этого, и могли это сравнить с тем, что делается у нас. И еще за это время, что главное произошло, появилась ценность человеческой жизни. Люди не хотят идти на войну умирать, люди не хотят даже умирать во время революции, заметьте. Вот то, что мы видели недавно, мы искали другие, и я в том числе, мы искали какие-то другие формы противостояния, только не кровь. То есть человек стал дороже даже для самого себя. И поэтому и больше стало значить семья, дети. Человек все-таки стал жить как-то дома. И все повысилось в цене. И тот мужчина или женщина, который рядом, и дети. То есть это сегодня мы имеем дело с другим человеком. Это не тот советский человек, который жил неизвестно где, денег ни у кого не было, но все жили, пели песни с гитарами. Это было другое, а сейчас совершенно другое. И людям есть что защищать. Они знают, что надо защищать. Они, уже очень много людей, белорусы особенно, они объездили весь мир, куда ни поедешь, или русского, или белоруса обязательно встретишь. И, конечно же, в общем-то, умирать неохота, мир интересен. Это люди поняли. До речі, ось, калі вот про тое, што зразумелі беларусы, калі вот глядзець, ўсё ж таки мы радуемся, успамінаючы, колькі людзей выйшла пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў жніўні. І вот, але, скажем, тая ж самая Кася Камоцкая кажа, вот, а вы верыце, што яны ўзялі ў рукі гэты сцяг як каштоўнасць? Гэта быў знак пратэста. Так ніякай такой вот нацыянальнай, гістарычнай каштоўнасці, то есть вот каштоўнасць пратэсная была ў гэтым сцяге для гэтых людзей, але не больш за тое. І памятаеце, як дваравыя гэтыя сустрэчы пачаліся, пачалі прыходзіць там музыканты, Лявон Вольскі, і людзі: «Вау! У нас такое ёсць!» А то, што Лявон Вольскі 30 гадоў спявае тут, і ніхто пра гэта не ведаў. Ці прыходзіць там Владзімір Мацкевіч, чытае лекцыю: «О, так у нас, оказывается, и философы свои есть, там, письменники, литераторы, там, мастаки, все ходили, и белорусы так кожному: вау, а оказывается, у нас такое есть». Так вот, все ж таки, абуджэнне вось гэтае, ёсць нейкая такая, у гэтым абуджэнні, у гэтым будаванні нацыі, нацыянальны падмурак,
ці ўсё ж такі яна будуецца на прынцыпах законнасці, справядлівасці, праўды, вот такіх вот каштоўнасцяў, вот, за якія выступаюць вот зараз. І як казаў Віктор Бабарыка, ну а пра мову мы там вот гадоў праз 5 пасля таго, як... Как достанем свободны. Да. Вы знаете, вот еще, наверное, лет 20 назад, даже, я не знаю, когда там ехал Поздняк, когда, я помню, было какой-то конгресс белорусов свету, и вот он, помню, его речь начиналась так. Белорусы не говорят по-русски, и белорусы, и там какой-то текст шел такой, и поэтому они не могут быть бандитами, поэтому они не могут быть... Это все русское, те, кто говорит по-русски, да? Вот это вот. И я помню, ему сказала, напрасно так думаешь, бандиты говорят на всех мовах. И на английской, и на русской, и на какой. Это, конечно, вызвало большой протест. Вот был такой момент идеализации. Я помню, как таджикская поэтесса знаменитая Гулруксор Софиева говорила мне до начала всех этих событий страшных у них, когда там тоже резали друг друга, ее саму буквально в отсеке самолета вывез Акаев из страны, ее могли убить. Она говорила, что ты? Таджик не может убить другого таджика, он же как птица, у него душа такая, да? Вот такая вот наша любимая идея. Я же говорю, мы не знаем народ, у нас есть любимая идея о народе. И вот мы его каждый по-своему идеализирует. Вот. Но вдруг оказалось, и таджики могут убивать, и, как мы видим, белорусы могут избивать собственный народ. Я, между прочим, настолько была потрясена, что когда увидела вот эти фотографии, что в одном интервью сказала, что я не верю, что это белорусы. Это наверняка русские. Хотя потом выяснилось недавно, что там действительно ФСИН участвовал во всем этом. И тут же там Госдума чуть ли не требовала у меня забрать и Нобелевскую премию, и все, потому что это самые белорусы, а вот я клевещу на русскую нацию. Вы понимаете, какая степень потрясения? Я не верила. А потом я увидела этих ребят в балаклавах. Я узнала даже такие жуткие примеры, что эти МВДшники в райцентрах где-нибудь там в Клецке, в Слуцке, в Столбцах, которые на пенсии, но денег нету, денег заработать. Они приезжали на 2-3 дня на уикенд сюда, одевали балаклаву, работали. Потом где-то в воскресенье снимали балаклаву, получали расчет и уезжали. Понимаете? Это делали уже не молодые люди, у которых дети, наверняка уже внуки были, все. И вы понимаете, я помню, меня это знание ошеломило. Так что человеческая природа, ее не всегда можно рационально просчитать. Не так много иррационального, что, конечно, для писателя это, грех сказать, это интересно. С точки зрения искусства и жертва, и Сталин это одинаково интересны. Хотя это произносить трудно. Но с точки зрения, скажем, религии, с точки зрения права, там, морали, да, это, конечно, невозможно соединять. Но вот видите, мы оказались способны. Человек способен на все, и он очень быстро меняется. Толстой говорил, что человек текучий. И я помню, что меня поразило, вот, например, в рассказах, когда вот эти убивали евреев, когда вот с гетто там брали, вот сегодня взяли 10 домов, да, и все знали, что завтра вот эти 10 домов вывезут на расстрел. Из крестьяне из близлежащих деревень приезжали и с самого утра стояли и ждали, когда награбятся немцы, потом полицаи, и уже все остальное останется им. Тогда пустят их, и они грабили. И вот я помню, одна мне женщина, она была ребенком тогда, и она говорила, мама плакала, говорила, а вот наша соседка, тетя Люся, стоит. И вот то я вспомнила, какая добрая тетя Люся.
А думала, вот нас повезут, и она вот пойдет и какие-то наши вещи будет брать. Ну, потом мать ее как-то вытолкнула во двор какой-то, кстати, белорусский, да, который смогла ее спрятать, а потом вывести куда-то в лес. Так что вот человека надо чем-то сдерживать. Если этого не будет, то ничего. И вот если дать вот то, что у нас сейчас происходило и происходит сейчас, это полная провокация человеческой природы. То есть человеку, вот этим существам с балаклаве и без, да, говорят, что вы можете делать все, что угодно. Они все время, это мне часто говорили мои собеседники, что те говорили им: вас можно бить, убить, с вами можно делать все. Вы как бы вот не наши, скажем так, если пользоваться современным языком. Или что заставляло молодую женщину, капитана милиции, избивать мужчин, да еще как, с каким садизмом, чтобы они раздвигали ноги и вот бить их по самым таким больным местам. Никто же ее не заставлял. Что, Лукашенко лично ей говорил: бей. Кто заставлял, например, это сохранился этот документ, когда начальник какого-то РОВД, я четко не могу ошибиться, но это известно, вот, что он, когда совсем плохо было этим людям, которых избивали, звали скорую. И вот он звонит на скорую и говорит: вы каких-то не тех врачей присылаете. Та женщина, которая там дежурила, как, говорит, не тех, но они плачут. Они вот там помогают людям и плачут. Она говорит: а вы знаете, каких людей к нам привозят? Я сама вот тут сижу и плачу. Вот. И он говорит: я сейчас на вас позвоню министру. Это же типа наши враги, типа, как вы можете такое? Она говорит: мы врачи. Мы должны вот помогать. И он бросает трубку с криком, что я буду звонить дальше. Не знаю, звонил он или нет. Вы понимаете, ведь очень трудно спровоцировать человека. Человек же не так защищен культурой. Вот, я не представляю, как бы я могла вот так вот бить человека до крови, до такого. Я 1000 книг прочла, а кто-то не прочел. И у кого-то, может, не было такой бабушки, как у меня, которая говорила: человек – это храм. Это ж кто-то должен был научить его этому. А если меня учили учителя, которые потом так говорили обо мне, я представляю, что они говорили в школе нам. Я уже это не помню, но наверняка что-то говорили. Их же убеждения не поменялись. Бачыце, колькі адкрыццяў нам вот апошні час даў. Некалькі гадоў таму прафесор Вардамацкі казаў, што беларусы на сёння вельмі высокаадукаваныя людзі, а пры такім узроўні адукацыі тыранія нейкая, вот это вот з'яўленне дыктатуры немагчымае. Оказалось, все магчыма. Вы знаете, что такое эдукация? Эдукация – это знание. Во-первых, начнем с того, что учит нас образованщина, да? У нас нет такого династического интеллигентности. Ее очень мало, таких культурных людей, которые династии уже идут из поколения в поколение. А я прекрасно даже знаю вот тех людей, которые учили нас на журфаке. Там только 1 или 2 человека были, которых мы любили, которых мы уважали. А все остальное это, вы знаете, это знания, которые, скоро компьютеры это будут делать лучше. И поэтому передавать же надо не знание как таковое, а некую тайну от человека, некую такую, как бы, не то чтобы трогательное, но некое такое, святое отношение к человеку, к другому, к его мнению, к его телу. Вот я часто говорю о теле, потому что меня поразило вот это, как издевались над человеческим телом. Вот это же совсем другое, чем чистое такое знание. Это ничего, извините мне, сколько одукованных наций немцы в 30-е годы, это было образованное общество, собственно. А сколько там среди этих главных чиновников
немецких и фашистских, сколько было образованных людей, как они любили музыку, как те, кто был с Муссолини, любили искусство, живопись. Это, понимаете, это не защищает. Защищает, не знаю, может быть, религия. Я не знаю, это надо, защиту человеку надо очень тщательно выстраивать, очень кропотливо. А вы извините, ну чему может научить учитель, который сегодня тебе преподает алгебру, да, а завтра идет и подделывает, или на его глазах подделывает бюллетени голосования. Это же какая-то несовместимость, да? Или почему, например, взорвался Чернобыль? Вы знаете, как между собой эти все, кто работал на станции, называли реактор кастрюля, там такое высокомерие неофитов, да? А потом ехали в выходные к родителям и лопатой копали, помогали картошку им копать или с лошадьми. То есть вот на разрыв существует человеческое сознание. Оно бы как существует в совершенно разных временах. То есть пока мы не имеем вот человека, тех, который растет и его учат образованные родители, образованные учителя, дух общества весь какой-то образовательный, скажем так. А что мы сейчас имеем? Откройте газету «Советскую Беларусь» или послушайте «Озаренка» по телевидению. И что? Это научит вас священному отношению к другому человеку? Зараз увогуле про журналістику галоўны жанр вот советская Белоруссия это донос. Вот муковозчик что пишет. Ой, да, я для книги мне прислали «Революция мокрых штанов», книгу прислали. Ну, это ужасно, конечно. Это, вы знаете, это такое падение уровня духовного жизни, что я думаю, это, конечно, гуманитарная катастрофа. Какую защиту вы бы предложили белорусам от этого зверя внутри человека? Вы несколько раз упомянули, в качестве варианта, религия. Можно ли сказать, что... Вы знаете, как религия? Религия в неком, опять-таки, идеалистическом нашем представлении. А что такое наша религия сегодня? Это религия, которая как бы в унисон с властью живет. Нет настоящей религии. Там в религии, в православии есть наверняка замечательные люди, честные священники, но они изгои там у себя, они совершенно как бы без права, их лишают приходов, если они что-то себе позволят. Вот католическая церковь, она, конечно, как вы помните, оставляла открытыми эти двери, пускала протестующих. И чем кончилось? Здесь сейчас Кондрусевич, то есть главу католической церкви у нас. Его не пускали в страну, потом пустили, потом лишили всех должностей. Так что, в общем-то, человек остался одинок, я скажу. Что бы вы предложили? Вот предположим, 2030 год, и вот к вам приезжает вся белорусская делегация и говорит, вот что бы вам предложили в качестве мер защиты? Вот, может быть, нам нужно ввести в школы побольше католичества, православия, кальвинизма. Или что? Вот. Мы с вами выяснили, что нет православия, которое могло бы нам помочь. Ну, а вдруг из Греции кого-нибудь привезти? Там же где-то есть хорошие. Кто что пойдет, это же массово, тотально должно быть все это. Я думаю, что вот на сегодняшний момент человек остался гол. Он остался гол. Вот в сегодняшнем нашем обществе белорусском человек абсолютно одинок и может рассчитывать только на самого себя и на те вот независимые каналы, радио, вот как ваше, которые пытаются еще что-то сказать, книги, которые все-таки где-то выходят, и что-то может. И он сам только может все это выработать, как-то сам защититься, но кто его обучал этим навыкам? Никто.
То есть, во всяком случае, почему Лукашенко так бесчинствует, да? Потому что он абсолютно в этом пространстве чувствует себя хозяином жизни. Он видит, что он изучил слабость человеческой природы, начнем с этого. Он изучил вообще психологию крестьянскую, да, поскольку сам оттуда. Ну и, конечно, я бы сказала, что это чистое зло власти. Власти, которая в полной безответственности за все, только как бы существует сама для себя. Так что сейчас дело как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот только я единственное могу сказать, что если родители, есть же очень много честных людей, как мы увидели. Ой, какие прекрасные я рассказы слушаю. И как они говорят о своих детях, как они их поддерживают, родители. И вот, например, девочку 20 лет из шумовую гранату буквально в упор бросил. Она там еле ее спасли ноги, и то там ее спасали все. Кто-то ее вынес всю в крови, какой-то таксист ее до больницы довез. Вы знаете, очень много людей вдруг стало понятно, что человеческая природа все-таки неистребима, как бы они ни старались. И, например, вот последнее слово наших молодых ребят, которые они произносят в суде, да? Это же какой-то потрясающий жанр. Девочке 20 лет, а как она красиво говорит, как она красиво понимает жизнь, как родители ее относятся. Маша знак. Вот она же не собиралась быть героиней революции. Она собиралась быть флейтисткой, ей нравилось это. И вообще красивой женщиной как-то жизнь, наверняка, нравилась. Но, видите, когда настало время выбора, она выбрала. Калі сыходзіць вось ўсё ж такі з таго, што гэта спроба нацыі дафармавацца нарэшце. Калі троху заглянуць гісторыю, 1918 год. Спроба дафармавацца нацыі, стварыць сваю дзяржаву, БНР, не атрымалася. Чырвоная армія, там немцы. Потым 20-е, 20-е, 30-е гады савецкая Беларусь. Таксама далі свабоду, далі магчымасць нібыта. Потым курапатамі это ўсё скончылася. І зноў чарговая спроба не атрымалася. Гэтая спроба новая. І зноў вот такая мясарубка, у якую патрапілі лепшыя беларусы, якія спрабуюць, да, в прынцыпе, лепшыя, не лепшыя ўсе беларусы, якія спрабуюць неяк паўдзельнічаць у гэтым фармаванні нацыі. Вытрымаем? Ну, я надеюсь, у нас нет других вариантов. Я надеюсь. Я хочу еще пожить в свободной стране или хотя бы пытающейся быть свободой. Потому что, когда говорят национальные идеи, я хочу сказать, что свобода, вот национальная наша идея. Мы не свободны внутри себя, мы не свободны в реальной жизни. Мы все время кому-то принадлежим, кому-то служим, кого-то боимся, да. Ну, уж не говоря о том, что все это делаем на чужом языке. Вот. Очень хорошо Портников сказал вот в последнем моем клубе, Светлана Алексеевич приглашает, когда он говорил со Снайдером, он говорил, пока вы не будете говорить на языке, вас нету, вас не будет, да? Но это как-то надо совместить и с битвой за свободу. Надо как-то этот наш маленький корабль провести не только, вот спасибо от Лукашенко, но провести как-то и рядом с этим огромным русским медведем как-то, чтобы он не перевернул его. То есть очень много опасностей и при этом большой недостаток элиты. Большой недостаток элиты. А элита, как всегда,
как и в 17 году, так и сейчас. Она спорит между собой, как когда-то кадеты с эсерами, эсеры с кадетами, и победили большевики, да? Вот что-то похожее сейчас происходит. Мы ссоримся между собой, а в это время как бы варвар в нашей стране делает, что хочет. По поводу, кстати, варварства, я вспомнил, в начале этого года в Литве был большой скандал, когда только появилась вакцина, где-то бизнесмен подкупил медицинскую работницу, по-моему, чтобы он и его семья получили прививки, как будто бы они являются сотрудниками медицинских служб. Хотя вакцина... Не было времени. Да. И он заплатил большие деньги, и там был большой скандал, и мне очень тогда понравилось обращение литовского президента, Науседы, по-моему, к литовцам. Оно началось с того, что мы же литовцы, мы же так не делаем, мы же друг другу литовцы, так нельзя. Представляете, да. И это вот мне... А потом еще, помните, там чуть раньше было, когда в Америке толпа пошла штурмовать Белый дом, и обращение Джо Байдена. Мы же американцы, господи, на нас смотрят, мы так не поступаем никогда. Да, то есть вот это вот обращение, что вот есть мы, и вообще мы хорошие, и так поступать ни в коем случае нельзя. Я думаю, вот мы просто когда вот с Дмитрием болтаем все время про национальную идею, в принципе, оно все выражается, вот как бы оно должно дойти до ситуации, когда можно вот будет обращаться, увидишь какое-то беззаконие в Беларуси, и чтобы какой-то вот лидер мнений там, или вот человек, который вот представляет белорусское общество, мог бы сказать: белорусы, вы же белорусы, ну так нельзя. Да, это было бы хорошо. Ну, але для этого спочатку трэба, чтобы большасць беларусаў, конечно, зразумелі вот это, прынялі вот это вот беларусы, мы ж усе белорусы. А вот это было, я помню, во дворах, как это было чувство, как люди радовались друг другу. Вот, я ходила вот к своей Наташе, вот где она там, ой, недалеко от Боровой, и как они все улыбались, то раньше я приходила, ну, здоровались и никак. А то все люди улыбаются. Кто в лифт зашел, кто с лифта вышел, кто это, все как-то рады друг другу. Да, это были какие-то другие люди. И так никогда люди столько не улыбались. Я даже не видела таких улыбающихся белорусов. Мне казалось, все немножко пригнеченные такие, вот, сутулившиеся и как-то не очень веселые. И вдруг я увидела совершенно других людей. Это были совершенно другие люди. И то, как они среагировали на насилие. Ведь если бы не было насилия, навряд ли было бы столько людей. Это факт, что они именно на насилие среагировали, что меня поразило. Это было просто очень такое. Значит, что-то уже терпеть не можем. Значит, действительно, чтобы кто-то сказал: мы белорусы, мы так жить не должны, мы так жить не можем, да? Чему хтосьці? Вот вы все ж таки моральный авторитет, я уже не кажу там про... Ну, я как будто всеми книгами я так и говорю, вроде бы, но вот видите. Во всяком случае, опыт вот этот, чем я занималась 30 лет, исследовать вот эту, писала, когда эту энциклопедию взяла, энциклопедию советской власти, я могла бы сказать, что все самое сложное, что нам осталось после советской власти, это не разбитые дороги, плохие дома. Это, конечно, развращенный человек. Это как у Шаламова. Он говорит, что лагерный опыт развращает и палача, и жертву. И вот это трудно. До речі, а ці цяжка нам будзе потым от вылікавацца ад лукашызма? От травмы. От лукашизма, да. Я думаю, что я плохо себе представляю президентскую республику. Я думаю, мы так уж наелись этого президентства. Наверняка должна быть парламент. Вот по мне так должна быть парламентская республика. Это коллективное какое-то руководство страной и всем. И я так себе представляю. Но самое страшное, нам будет вылезти из-под этой травмы. Вот, можете представить
наверное, уже тысячи, можно сказать, избитых людей, сотни искалеченных. И вообще униженная нация – это историческая глубокая травма. А я вот извиняюсь, но мне кажется, нужно ли совсем выходить из этой травмы, потому что я регулярно слушаю какие-нибудь англоязычные медиа, и там вот пока был Трамп, там было всегда такое обращение ведущих, которые, в общем, были с ними согласны, а там говорили, что «Господи, мы же американцы, у нас демократия». А смысл демократии в том, что у нас никогда не будет своего короля. У нас никогда не будет персонажа, который будет нарушать закон в своих интересах, не считаясь с нами. И вот он у нас появляется. А американское общество, англоязычное общество, оно вот как бы 200 лет живет, у них за 200 лет ни разу своего короля не было. Но оно как бы драйвером является травма от королей, которые были нанесены этим предкам этих людей, там, королями, где-то там в Европе. Мне все время кажется, так, возможно, вот хотелось бы услышать вашу реакцию, потому что Лукашенко, вот то, что он такой, то, что он творяет, это такой задел на будущее для белорусов, что, в общем, смотрите, наши предки были беспечны, наши предки не заботились об общественных делах, не заботились об общественном, не интересовались парламентом, не интересовались газетами, и посмотрите, где мы оказались. И, возможно, это как бы будет толкать белорусов вперед. Мне понравилось, как там интервью брал журналист, когда, помните, выходили пенсионеры на марше, да? И вот один старик говорит, ее спрашивает, он тяжело достаточно шел, больной, видно, что вы пришли, что вы, как вы, вам же нелегко. А он говорит, потому что мы оставляем страну, за которую мне стыдно. И вот я ничего не смог делать ни для детей, ни для внуков в этом плане, да. И я хочу вот сейчас хотя бы вот пойти и сказать свое слово, вот сейчас, когда я все это понял, что мы неправильно жили, так не надо жить. И вот это, я думаю, что белорусы сделают много выводов, я надеюсь. Может, они не сделают в этом поколении все, потому что в этом поколении мы разделены. Я батьки и вот как бы протестующие, а потом же молодые люди. Вот сейчас поговори с семиклассником, восьмиклассником, он все понимает и все правильно говорит. И все, эти дети, вот они... Кстати, их Лукашенко революционизирует больше, чем что-нибудь. Потому что у них обострено чувство справедливости, вот у этих детей. Вот когда их с последнего курса шлют в колонии, да, и ни грамма, и девочка там ни грамма сомнений. Она твердо стоит. И потом я смотрю на ее родителей и понимаю, откуда такой ребенок. Вот он, вот от этих родителей, от этого понимания жизни. Я думаю, это будет накапливаться как-то. Будут же какие-то другие люди. Я не думаю, что то, что у нас сегодня, что это надолго. Конечно, совершенно очевидно, что мы сами с этим не справимся. Нам нужна международная помощь, солидарность. Потому что мы слишком маленький народ. И слишком много страха генетически накоплено. И поэтому нам, конечно, нужна помощь. Потому что если бы мы пожили вот среди тех людей, какими мы были на марше, хотя бы 10 лет, это была бы совершенно другая страна, которую бы так стоило не загнал так быстро. Это, понимаете, нам же не на что опереться, к сожалению. Если оно есть, оно где-то запрятано в архивах, в каких-то книгах, которые народ и не читает. А это все действительно должно быть как-то белорусская история. Ну и вообще история достоинства, история свободы. Это не то, что есть белорусская свобода, есть вообще свобода. Есть вообще свобода, а не русская, японская какая-то. Но это всему надо время, всему надо учиться. Мы, в общем-то, эти 30 лет мы это не делали. Я даже не знаю, как мы жили так, как будто это нормально. А вот жили,
Потому что большинство людей, они жили, их как-то это не занимало. Ну што ж, словы нацыянальнай ідэі, ці дакладней, адно слово нацыянальнай ідэі ад Святланы Алексіевіч прагучала. Это свабода. Ну і як пажаданні, чтобы гэтая свабода была ўсё ж такі на беларускай мове, пад бел-чырвона-белым сцягам і з каштоўнасцямі чалавечымі, там, можа быць, пафасна сказаць, дэмакратычнымі, але менавіта чалавечымі каштоўнасцямі, каб гэта было на першым месцы. Но я думаю, я только еще раз повторю. Свобода. Без свободы нас не будет. Свободы. А не так, что свобода для меня, но не для тебя. Да? Для нас. Свабода для нас. Дзякуй вялікі. Вось гэты кубачак прывезены яшчэ з беларускай зямлі ад праграмы «Ідэя X», Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам. Дзякуючы вось падтрымке Пашы Белауса, які зараз асуджаны, знаходзіцца за кратамі. Спадзяюся, што як выйдзе праграма і Паша выйдзе, паглядзе яе. Такім чынам, дзякуй вялікі, спадарыні Святлана. Вам з удзячнасцю. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Святлана Алексіевич. Идея X на Еврорадио.